К Дню благодарности в областном историко-краеведческом музее оформлена выставка «Тепло земли казахской». Выставка рассказывает о народах, которые были депортированы в Казахстан в годы тоталитаризма. Один из первых народов, который был депортирован, это были поляки западных районов Украины. В 1937 году было принято постановление о депортации с районов Дальнего Востока корейцев. На территорию Казахстана было депортировано более 20 тысяч семей, примерно 98,5 тысяч человек. В Казахстан пришло 90 эшелонов с семьями корейцев. В нашей выставке представлены материалы Ильи Константина Васильевича, Николая Гавриловича Ким. Они окончили Талдыкурганский сельскохозяйственный техникум и были направлены на работу в совхозы и в нашей области. Константин Васильевич Ли работал директором совхозов в Зайсанском, Тарбагатайском районе, заместителем директора Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной станции. А Николай Гаврилович Ким работал зоотехником совхозов Тарбагатайского района. Судьбу своего народа разделили и Ким Григорий Михайлович, Октябрь Александрович Хан. Октябрь Александрович Хан закончил Казахский горно-металлургический институт и был направлен на работу во Внецветмет, в город Усть-Каменогорск. Является автором многих изобретений, которые внедрялись в производство, и последние страницы в его трудовой биографии – это преподавание в Восточно-Казахстанском техническом университете. 28 августа 1941 года был принят указ о депортации немцев с районов Поволжья. Но депортация немцев проходила не только с районов Поволжья, но и повсеместно с тех регионов западных, где проживали представители немецкой национальности. В Казахстан было депортировано 441 713 человек, на территорию нашей области 72 тысячи. Депортация разделяла семьи. Так, например, семья Кун, Эдуард и Павлина были направлены в Большенарымский район, а Макс и Ольга в Таврический район. Фотографии и документы, которые в нашей выставке представлены, рассказывают о размещении немцев в Большенарымском, Зыряновском районах. И вот очень интересная судьба Виктории Васильевны Лагнер, хирурга, врача. Она была депортирована с сыновьями из города Астрахань. В воспоминаниях сына Виктории Васильевны, Спартака Ивановича Корякина, есть такие строки. «Мы ехали без денег, почти без вещей, но с сундуком, в котором было 20 томов медицинской энциклопедии. Мама ехала работать». И Виктория Васильевна Лагнер работала в больницах, в районной больнице Курчумского района почти 30 лет. В нашей выставке также представлены материалы семьи Гернер, которая была депортирована с Одесской области, семьи Прах из Саратовской области. Материалы, которые у нас в музее хранятся, рассказывают нам о члене Ассамблеи народов Казахстана, инициаторе создания первого в Казахстане Дома дружбы народов Лео Богдановича Шик. И мы показываем материалы его родителей. 23 февраля 1944 года было принято постановление о депортации народов Северного Кавказа. На территорию нашего края было депортировано почти 65 тысяч представителей народов Северного Кавказа. В нашей выставке представлены материалы семьи Кагермановых, которые были депортированы в село Таргын Уланского района. Фотографии, документы рассказывают о работах, на которых приходилось работать спецпереселенцам, о том, что они подлежали специальному учету и не имели права покидать место проживания
и за нарушения подвергались наказанию. Казахстан стал общим домом для многих народов, и казахи вот в эти очень сложные и трагические годы помогли депортированным народам. Они отдавали тепло своих очагов, они делились последним куском хлеба. И наш современный Казахстан, многонациональный Казахстан, это как раз вот итог того тепла, который отдали казахи депортированным народам.